Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Die подкаст. У нас уже классический, полюбившийся вам состав. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Сула, наш боец KZ. Buongiorno. И Дидар Сарбас подкаст. Салам алейкум. И прежде чем мы расскажем, с кем подерется Шавкат Рахмонов на UFC У Сулы есть инсайды. 310, у него есть точный инсайт. Обязательно подпишитесь, напишите свой комментарий, поставьте лайк или дизлайк, без разницы. И знаете, вот по теме нам интересно читать ваши, мы все читаем, каждый комментарий читаем. Вот поднимаем темы, и как вы их, допустим, видите по-своему, пишите об этом обязательно, потому что сегодня затронем ряд таких интересных тем, которые обязательно, думаю, вас удивлят, но и будет как-то тревожить или интересовать. Сула, давай закинем спойлер. Сегодня будут какие-то Инсайды. интересные инсайды? Но сегодня нет. Сегодня нет. Сейчас все просто взяли и отключили подкаст. Сегодня не будет. Будет что-то поинтересней. Вот так вот. Давайте начнем с UFC по традиции. UFC, честно скажем, карт выкатили не самый крутой. При этом это был 100-й турнир в Вегасе. И, в принципе, должно было быть что-то огненное. Но сделали такой по именам не самый яркий турнир, а по финишам получился очень даже крутой. Много финишей, много удушек, много нокаутов. В главном бою вечера тоже был такой нокаут, причем называется фантомный нокаут. Такой не очень на камерах заметный, но при этом Нил Мэгни достаточно жестко провалился в мир Морфея. Кто-нибудь смотрел? Думаю, надо будет справедливым, если мы напомним. Почему? Потому что Шавкат там дерется реально с ребятами. Не всех, может быть, запоминают. У всех один и тот же трюк, они все душатся, гильотины. И вот Джефф Нил, а это не Джефф Нил, это Нил Мэгни, это тот же соперник, который дрался с Шавкатом. Шавкат его задушил, да, гильотиной? Да. Это перед, кажется, Джефф Нилом был поединок, да? Ну, да. Он... Где-то там. Да, по-моему, третий бой, по-моему, Шавката в UFC против Нила Мэгни. Нил Мэгни, на самом деле, такой ветеранище UFC, гейткипер, парень, который стоит на страже топ-15. Ровесник, кажется, да? 84-го. Ой, Или старше. я даже не скажу. Мне кажется... Младшего. Не, он 90-го, наверное. Не 40, нет. Он не такой старый. Да? Да. Спасибо. А это мой ровесник? Я-то молодой человек, это же Сула у нас за старших отвечает. Вот, поэтому, я думаю, что он 90-го какого-нибудь или там 89-го года. Но он давно уже дерется в UFC, чередует победы с поражением. И за долгое время это первый раз, когда у него после поражения не победа, а еще одно поражение. Он до этого там у него, по-моему, 5 или сколько-то, 6 боев, он победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение, а сейчас у него 2 поражения подряд. Значит, 2 победы должно быть. Ну, закономерность. Хорошо бы. Пророчество, да, такое, короче. Он Когда приятный. Нил Мэгни проиграет 2 раза подряд, А что нам, какая разница вообще, Данил? Шавкат станет чемпионом. Ну, это главный бой вечера, и плюс с ним дрался парень, который потенциально может подраться в будущем Шавкатом Рахмоновым. Вот это уже интересно. Вот, Давай про него побольше поговорим. Да, представляет он команду «Боевые ботаники». Я про это слышал. Крутое направление. Расскажи, кстати, поподробнее. Без... Ты знаком, Сула? С кем? Боевые ботаниками. ботаники. С ботаниками. Да. У нас есть такие? Не, вообще, ты В знаком? мое время ботаниками называли не тех, кто хорошо учится, а тех, которые совсем плохо учатся. Это в 63-м? Не, он ботаников имеет в виду этот. А, Я понял. Да, вот почему-то вот так растительностью. потом раз, да, а потом вот сам раз, и почему-то ботаник. А у нас всегда ботаников называли ребята, именно которые учатся там в очках. А у нас прям ботаник, это значит... Ну вот, кто бы ни был в нашем понимании этот ботаник, в Америке они совсем другие, они в очках, но они крутые, ну и, скорее всего, они связаны с тем прошлым, о котором ты говоришь. Не, наоборот. Нет, Они против? Это связано, наоборот, с тем, что... Типа что... Знаниями. Да, Они все, ну... Понял, они и со знаниями, стопудово, потому что в Америке это разрешено, мы не Это будем бразильцы вообще. реагировать. На самом деле это бразилы. Здесь, бразильцы вообще там даже Оля, разрешать не И надо. не выходит там без мокрого. Смотри, Я хапнул и вышел, короче. тихо, у нас дети. Все. Я к чему говорю, что... Осуждаем. Осуждаем, да. Здесь, как это на английском? Да. Я не знаю, что, как осуждаем, да, Rejection. Что говорите? Rejection. Помнишь у него? objection это протестую. Кричи objection. Да, что хочется сказать, что предводитель типа боевых ботаников это Кайо Баралио, тоже парень, который сейчас находится в топах среднего веса, очень сильный такой бразил, и борется, и бьет, уже тоже там в шаге стоит от титула. Можем фото, да, вложить этих ботаников в группы? Кто-нибудь Кого-то верит, что они сильного ботаники? постоянно Бразилы, короче. Да, он... Борцы и ботаники. Кто-нибудь верит в Со эти? сломанными ушами, но в очках.
Ну, они прикольные. То есть, и они вот на этот турнир привезли с собой 50... образ. У них, как, короче, фишка, у них такие очки с перемотанным, типа, пластырем. Это как в Гарри Поттере было у Да. Рона Уизли. С перемотанным пластырем. И они принесли 50 таких очков на турнир, раздавали их. То есть, у них уже есть свой какой-то мерч. Короче, прикольные челы, прикольно дерутся. И у них хороший очень стрик. У них, типа, общий счет их команды. Там, по-моему, одно поражение, что-то там 12 побед. Ну, прям хорошо идут в UFC очень ребята. Могу ошибаться, но... Большая команда, да, вот в UFC? 50 человек, говорит. Нет, они раздали 50 очков, а самих сейчас в команде «Боевые ботаники», слушай, по-моему, 6 их. Нифига себе. В UFC Да, по-моему, 6. команды боевых ботаников 6 человек дерутся? По-моему, 6. Из 700 человек 6 это боевые ботаники, да? Ну да, они еще, ну, как бы подбирают себе команду, вот. И еще, ну, по поводу второго значения. Если UFC на это акцент делает, скорее всего, появится новый тренд, и я думаю, что их количество в их обществе увеличится. Они, знаешь, скорее даже не UFC на это делают уклон, а просто они сами поняли, что вот у них есть фишка, и она стреляет. То есть всем прикольно, когда боец выходит в очках, в принципе, может связать там несколько слов вместе. У них это хорошо получается, и они это используют. Сколько слов вместе. Ну, это же нечастая история, будем честными. И UFC видят, что вот людям нравится, они мерч какой-то закупили, им разрешили там раздать. Короче, прям прикольная история. Молодцы. Вот. Друзья, что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментариях, потому что я больше чем уверен, тренды, которые задаются там, они в дальнейшем переходят и на наши регионы. Так что я думаю, было бы прикольно, да, видеть на Незе и где-нибудь еще там, прикинь, боевых ботаников. Командный гран-при когда будет? Да. Я бы, знаешь, как Одна из команд называлась «Боевые ботаники». Вот идея, кстати, для маркетинга очень хорошая. Мне кажется, не обязательно вот Как на прям английском звучит? нерд, «боевые ботаники»? файтинг нерд, типа. Нерды. Fighting. Ну, это Нёрд. прям Нёрд. ботаники, да. Ну, Нёрды. задрот, типа. Задроты, ботаник, да. задрот. Вот это больше подходит, чем... Задроты, вот это слово, да. Зубрилы, да? Просто в России тоже задрот тоже не очень хорошо звучит. Обидно немножко. Боевые задроты. Кто-нибудь назовет свою команду боевые Мне задроты? кажется, не обязательно Да, я копировать. про вас буду говорить очень много, ребят. Если вы соберете, сделайте команду, назовете ее боевые И задроты. обязательно Клянусь, поделитесь я гран-при отвечаю, наезда. я возьму у вас интервью, ребят. И там, прикинь, кто-то назвал Нет. задроты, кто-то задроты. Короче, ну, Нет, там борются за- все команды, борются все за никнейм. одинаковые. Все одинаковые названия, чисто ради Сулы. боевые задроты, там, город, боевые задроты, другой город, боевые задроты, третья область, да? Ну, еще стоит сказать про Пратца, тоже две прикольные темы с турнира. Во-первых, он празднует часто победу, он сигаретку выкуривает. О, Это вот, странно. Ты про это. Блин, Ну, значит, это все-таки было. другого плана. Запипикайте про сигарету, пожалуйста. ну, мы осуждаем это. Это именно не сигарета, Курить нельзя. про которую говорил Сула в самом начале, а обычная сигарета. И Я слова не сказал. Ты домыслился. намекал. Вы- Ботаники. Я не знаю, что вы... Вот сейчас бойцы, видимо, хотят чем-то выделиться после боя. Правильно? И он, допустим, этим способом... Помнишь этот боец, который в тяжелом весе, австралиец, который с башмака... Тайту Иваса. Тайту Иваса, вот. Он с башмака пиво выпивает. Они Это вот... прикольно, да, у них есть какие-то свои фишки. Просто люди понимают, что сейчас уже век ТикТока, ты должен что-то сделать. Должен чтобы завируситься, короче, чтобы тебя хотя бы узнали по какому-то жесту, поступку, не только... Ну, вот некоторые там бойцы с нашего региона, ну, вообще с нашей страны, путают это с такими вещами, как типа сперва хотят завируситься, а потом научиться драться. Сперва надо научиться драться, а потом надо думать о том, как завируситься. Вот это правильно. Имейте в виду. Я только хотел сказать, что вот Прям впервые 100%. на подкасте хочу с тобой поспорить. Ну, раз Сула сказал, подтвердил твои слова, то, что с Сулой поспорю тоже. С двумя, вот с одним Сулой или с одним со мной ты еще можешь поспорить, но и то я тебе не советую. А Я с двумя нами это вообще Я тяжело. попробую. Я скажу так, что Мы будем мыми, а вы будете выми. ними. Ними, да. Одними, да. Я скажу, что, друзья, лучше во всех сразу сферах развивайтесь. Естественно. Это прям важно, потому что кто-то вот тоже... Это не спор, брат, ты просто подтвердил мои слова, и что ты? Ты просто говоришь, что надо еще и типа в бойцовском плане, что себе представить. Обязательно. Мне кажется, надо, ну, во всех, потому что вот многие, знаешь, Не, я про это и говорю, что не только надо, как это, ну, короче, иметь, и быть этим, да, там... героем надо быть. Да, вот героем, правильно. Это же... Над чем и мы работаем все вместе с вами, мы создаем ролевые модели героев, как бы региональных, да? Да, мы сегодня, кстати, расскажем вам про много интересных героев с турнира Найза 69. Сделаем это чуть попозже, добьем тему UFC, и потом уже поговорим про все остальное. Еще что интересно, дебютировал, да, в UFC дебютировал Райан Деридер, это экс-двойной чемпион Лиги One Championship, который с Малыхиным дрался. Вот Малыхин Проиграл, вот смотри, проиграл Малыхину, да? Да, Он два раза. 2 раза За проиграл. пояс, за Двух пояс. разных весовых. 2 титула отдал, да, Малыхин? Да. Да. Офигеть. Вот. И что интересно, он встал в число тех, кто сильно ругает организацию One. Ага. Он
Ну, он сказал, Что он проиграл. когда он был чемпионом, когда он был чемпионом, к нему было очень хорошее отношение. Ага. Потом ему перестали давать бои, сразу все испортилось, там перестали отвечать на звонки. И Иван очень многие бойцы же ругают. И Марат Гафуров там высказался впрямую. И Сейджин Аркад, это который блондинчик. Каратист, да? Ну и много очень, да, прям есть пул бойцов, которые сейчас очень сильно наезжают на One Championship. И вот Райан Деридер пополнил их ряды, когда дебютировал в UFC, сказал, что он в шоке от того, какое отношение у UFC хорошее. И есть сейчас же тоже и казахстанский боец, который пока не говорит негативно про One, но уже все понимают, что он не очень хорошо относится к тому. Кайрат Ахметов? Да, Кайрат Ахметов. Вообще бойцам не верю, отвечаю. Вообще, знаешь, Клянусь. какая разница, что происходит и кто говорит про кого. One FC от этого только выигрывает, я так думаю. Пиар, он черный, желтый, белый, там для них без разницы, это пиар. Да, вот я согласен с тем мнением, что, скорее всего, One FC это не про бизнес, скорее всего. Это не про бизнес, это какая-то организация, которая делает хреново кучу турниров. За какие бабки, опять же, там не совсем понятно, но при этом, при всем, много ребят получают крутые бои. И, не все, конечно, но многие. Смотри, вот просто Деридер сказал прям, он говорит, вот если вы боец, ни в коем случае в One не идите. Ага. Ты считаешь все-таки, что лига всегда делает хорошее? Я считаю, что это для лиги хорошо. Он не навредил этим самым лиге. То есть, Даже сказав, не идите никто. ничего. Кто такой он? Я понимаю, если это Хабиб Он сказал. экс-чемпион двойной. Вот я тебе говорю, я понимаю, если это Хабиб. Я, честно сказать, первый раз в жизни слышу про это имя, брат. Я просто его знаю, потому что Малыхин его выиграл. И не то, что я его знаю, я знаю, он кого-то выиграл, и ты сейчас говоришь, что типа он ранее проиграл Малыхину, я из-за этого знаю этого бойца. А так кто он такой? Я его не знаю, брат. Если Шавхат скажет, понятно. Если там Хабиб скажет, понятно. Конор Макгрегор скажет, тоже понятно. Ну, а кто этот Гридер? Деридер. Не, но он все-таки двойной чемпион был в их лиге, Вот, и сейчас говорит... Если он в UFC сейчас станет чемпионом, да, он может что-то сказать там. Его, возможно, послушают. Да даже если станет чемпионом, брат. Я имею в виду, что какое-то, может быть, репутационное мнение будет по поводу One FC. Но сейчас нет. Просто уже накапливается, недовольство типа бойцов. И вот был кейс про то, что судились с UFC. Возможно. А вот ты смотри, на UFC не было такого кейса? Был же? Вот ты сам про это судятся, да. Судятся. Там около 300 бойцов написали... Больше даже, там несколько тысяч. Сколько я знаю, там уже конец, да, уже? Вроде все решили уже. 500, что ли, бойцов, я помню, написали на UFC. Ну, вот тебе Там, кейс. по-моему, порядка вообще 2000, что ли. Там много прям. Вот. Я слышал, что там кто-то выиграл даже процесс. Все, уже точно. Они даже заплатили. На мировую пошли, и они будут платить, по-моему, 600 лямов долларов. Что-то. Видишь. О чем говорит? О том, что где-то все-таки момент такой... UFC, наверное, это есть, не знаю, насколько есть или нет, но у One UFC, наверное, скорее всего, точно нету. UFC в Америке же любят профсоюзы создавать, когда там они защищают права тех или иных направлений. Я думаю, то здесь то же самое будет. Про это рассказывали тоже, я не помню точно, кто из бойцов, что с One очень сложно судиться, потому что все равно они в юрисдикции Азии находятся. Там США то же самое. Нет, в США, типа, бойцы США, американские бойцы, могут судиться в Америке. А в основном One, те, кому не нравится, это не азиатские бойцы, и с ними судятся. У меня лично с One кейс был. Наш один боец, бывший чемпион, не буду говорить имя, хотя, может, даже говорил про это. Когда он стал чемпионом, начала вот эта движуха, я хотел устроить им реванш, и вот что-то там его менеджер подошел мне и говорит, вот мы там в One пойдем. Я говорю, идите. Проходит время, он приходит, он, знаешь, как бы, не то чтобы там себя подставить, что мне понравилось, откровенно сказал, говорит, братан, говорит, представляешь, мы пошли в One, мы чемпионы на язык, говорит, пошли в One, нам предложили $1500. Из $1500, говорит, перелет и проживание с нас. То есть это входит в $1500. И мы заработаем всего лишь, там дорогу мы посчитали, говорит, если он один поедет, без тренера, без ничего, $500 заработает за бой. Он в рейтинге мировом, там, на хорошем топовом месте, Fight Matrix и так далее, и так далее. Но я говорю, вот вам и история. Я говорю, хорошо, что я добрый, там, не стал артачиться. А представляешь, вот... Что-то Ван сейчас защищал, а вот в итоге... Я про что говорю? Это же условия, брат. Это вот позиция Луана. Они такую позицию сказали, это же не значит, что они плохие или хорошие. Просто они не нуждаются в этом. Мне кажется, что странная позиция, если тебе платят 1,5, из них еще и за билеты забирают.
Миша, ну, это их позиция. Они, значит, в нем не видят того человека, за которого нужно заплатить больше. Вот и все. Я про что говорю? Бывают такие моменты. Был бы у него там миллион, да, подписчиков, да, там, он там раскрутил бы еще, может быть. А у него сколько там было? Ну, знаешь, даже не в подписчиках дело, а в чем? Просто многие наши бойцы, которые сейчас здесь ходят, они думают, что где-то их встретят с распростертыми объятиями. Нигде их не встретят с распростертыми объятиями. И здесь не встретят. Это уже должны все понимать. Вот как Сула сказал, я не верю бойцам. Вот. Ну, конечно, не всем. Есть много Ни хороших, одному порядочных бойцу не бойцов. верю, отвечаю. Но в большинстве случаев у каждого своя правда. И вот, допустим, когда там постоянно про промоутера что-то говорят, там типа вот он вот так сделал, вот так сделал. Но когда у тебя там такие миллиардные доходы, как у Дана Уайта, конечно, там такой момент есть, да, где нужно обсуждать, там, думать, и как бы если там Дана Уайт зарабатывает ярд, а боец зарабатывает миллион, тогда, конечно, это такой вопрос. А когда мы здесь сидим, хотим создать индустрию, там, работаем на всех, грубо говоря, да, там, кроме самого себя, команда, бойцы, там, все, кто привлекается во время ивента, создаем там максимальную возможность для бойцов условия. И когда там, ладно, фанаты, бойцы бывают не понимают, он говорит, вот, я пришел, вам такое шоу устроил, вы столько денег заработали, ты как бы так на него смотришь, а бонус где там, так смотришь, ты ему заплатил за участие гонорар, за победу гонорар, перелет оплатил, проживание оплатил, 3 месяца или 2 месяца раскручивал его поединок, столько времени и этого потратил, и в итоге он к тебе так относится, тогда да, тогда ты подумаешь уже сразу. Ну, блин, что-то не то в этом. Таких большинство, да, как я понимаю? Нет, наверное, не Кто было. выигрывает? Все, кто выигрывает, так и делает. Знаешь, не выигрывают, вот когда проигрывают, вот это все скрывается. В большинстве случаев. Кстати, по поводу бонуса, ты в итоге договорился, что теперь будет Калкан? А если продажи пойдут, конечно, мы сейчас привяжем там каждого бойца к Халхану. Кто, ну, имеется в виду не каждого, а каждого заинтересованного нами бойца. Привяжем и с продаж пускай видит от Халхана, от подписки, от билетов. Сейчас вот сегодня на этом ближайшем ивенте 23 числа несколько бойцов. Это Рустем Кудайбергенов, Даниил Дончик. Ильжан Алиаскар. Не, казахстанская, за кого приходит. Это же погон. Можно в договор... Джаханша. Они привязаны, их гонорары привязаны к билетам. Ты сделай в договоре, короче. Вот сколько купят, 50% их. 1000 продадут, Угу. 1 килограмм можно сделать перевес. Все будут продавать. Все продают. У тебя, конечно, безумные идеи, но очень хорошие. Килограмм меда. Интересные. Сделай так, все будут К продавать. которым реально можно инфоповод построить. Крутой, да? Кстати, Бесплатно тебе даю, брат. Как родному. Мгм. Я сыну б так не посоветовал, тебе советую, брат. Спасибо, братан. я стал же тоже... Есть Калкан? Все говорят, типа, надо следить за трендами, мало что. Вот старый что делают, представляешь, 60 лет такой. Нет, все следят, а он создает. Артист. Это называется артист. Не просто какой-нибудь диджей, который сводит один диск с другим, а тот, кто создает. Круто. Креатор. О, креатор, это слово знакомое мне. По поводу Калкана. Давайте добьем уже тему. Почему его надо есть? Нет, я хотел что сказать. Я с собой стал носить баночку, чтобы никто не ел мой Калкан. А, твой кровь? Я говорю Дидару, возьми с собой баночку. Он говорит, у меня уже не осталось. Вас не так поймут. Я просто будете ходить думаю. с баночками. Отвечаю, не так Я поймут. просто думаю. Я ем, Тарочкой, как говорить. я ем 2 Он ложки. говорит, 2 ложки в день, он говорит, уже закончилась банк. Как это возможно? Ну, Ну, да. у каждого разные ложки. Я 2 ложки в день каждого ем. Ну, не всем советую, но вот 3 банки, 2 ложки в день у меня в кабинете стоит, уже закончилась одна. Но я кушаю перед тем, как уйти с работы, мне энергию дает потом. Ну, реально, да. Я Я реально. видел в 2 часа вчера. Друзья, если вас интересует, переходите на Инстаграм Калкана, здесь будет прописано, обязательно найдете там телефон, номер и заказывайте. Да, ну как минимум это вкусно, Очень правильно? вкусно, очень. Давайте двигаться дальше. Анатолий Малыхин, человек, который потерпел свое первое в карьере поражение за долгое время. Был рекорд у него Я 15 про этот прикол хотел рассказать. Дридер, да? Ридер. Дридер проиграл Малыхину, но перешел в UFC. С UFC вернулся боец One FC, да, пришел, да, и он выиграл Малыхина. Нет, он не с UFC. Так? Рэк, Нет. он просто... Не, он на самом деле... У них есть я так вообще... понял, он сенегалец, у них Да. сенегальская своя вот такая странная борьба. Ага. Посмотрите кстати, видео, кто не видел. Они в таких странных нарядах, и там в Африке это собирает прям огромные многотысячные стадионы. Там просто 2 огромных сенегальца.
Я думаю, как политкорректно сказать. Два огромных сенегальца, такие по 160 там, килограмм, они типа между собой там борются, и там может какие-то пощечины, что ли, давать. Ну, Южноафриканец. Это не то кажется. видео, где они так бегают и другу по лицу бьют. не такое, но похоже. Ну, там они прям такие огромные машины, 160 килограмм. И вот, Рек-Рек оттуда как раз. И он... Говорят, крутой парень, да? Ну, непонятно, он Ван уже проигрывал, он, по-моему, Амиру Алякбари проигрывал. И вроде у него 2 поражения, что ли. Ну, то есть он такой, он просто тяжек, типа. А Анатолий Малыхин, у него в чем проблема, что он вот прыгал по весовым категориям, он же в полутяжи спускался. Ван просто есть, типа, получается, тяжи, полутяжи и супертяжеловесы. Ну, вот по меркам обычного ММА. Ты бой смотрел? Ну, да, я смотрел. Ну, там как бы, блин... Спорно, да, говорят? Ну, да, просто, типа, Малыхин схватился за канат, ему дали желтую карточку за это. Мгм. Дали с первого раза, то есть... Там немножко тоже странный был момент, потому что обычно, типа, предупреждение... Ну, он помешал броску, удержался. И его в нокдаун в 5-м раунде отправили. То есть, так, по сути, там первый раунд, по-моему, спорный, и вот 1 желтая карточка и нокдаун. Можно было и в ту сторону, и в ту отдать. Вот, но теперь интересно, кстати, как Ван будет к нему относиться, потому что они же реально ждут. Но он еще Поражение. чемпион в двухвесовых же, по идее. Но он в один вес уже, говорить, не вернется точно. Который самый низкий. Да. Мгм. Это вот в полутяжелый. Вот, поэтому, наверное, у него остался 1 пояс, скорее всего. Вот. А так, да, проиграл. И теперь интересно, что будет Ван к нему относиться, потому что он был золотой боец. Это единственный боец, который всегда был типа за Ван. Они ему и зарплату, кстати, платили. Вот это, по-моему, чуть ли не единственный такой прецедент в ММА, когда лига платит помимо гонораров зарплату. Ему ежемесячно уплачивали, по-моему, $20 000. Ежемесячно. По-моему, да. Нифига себе. Кому? Малыхину. Вот лига ему ежемесячно еще платила зарплату помимо гонораров. Может, поэтому он проиграл. А в чем смысл? Чтобы не платить зарплату? Чтобы не платить зарплату, окей. Вот. И коэффициент, кстати, был на сенегальца 7. А, на Малыхина. 1,05. Офигеть. Прикольно. Интересно, что дальше для него в плане, если это не реванш, если ему реванш не дадут, в какую лигу он пойдет? Ну, в UFC... потому Нет, что так вряд ли. его сразу же... У тебя контракт с Ван достаточно кабальный. Туда просто так не уйти. Мгм. Там надо, по-моему, не знаю, либо много там боев проиграть подряд, либо там несколько лет без боев сидеть. Они просто так не дают уходить. Прикольно. Да? Ну, я думаю, и Малыхин, и этот сенегалец, скорее всего, на нормальных условиях подписались. Почему? Потому что кабальный, он, скорее всего, для тех, кто не читает договор, раз. Во-вторых, знаешь, как бы вот для кого вот ты подписываешься, и тебе это надо больше, да, чем промоушену. И, соответственно, он тебя может взять там по каким-то определенным условиям. А если ты топовый боец, хорошо себя зарекомендовал не только там у себя в стране, но и во всем мире, естественно, ты можешь пободаться в договоре. И Ну, мне кажется, когда тебе платят зарплату, то точно на каких-то кабальных условиях находишься. понятно. Ну, если платят за зарплату Малыхину, то есть платили, скорее всего, он им нужен был, а не ему. Но он первый в истории тройной чемпион, типа такого не было даже, да? Да, да. И еще Даже в мире. в Fight Night же, да, дрался? Он дрался в Fight Night, да. Ага. Потом была такая лига GTC, откуда Мага Исмаилов начинал тоже. Да, да. Вот они представляли один и тот же клуб московский, а потом, да, Анатолий стал драться в Fight Nights, потом перешел в Ван уже. Прикольно. У NFC, наверное, только... Вот, знаешь, единственное меня смутило, то, что дают, интересно, им выбор или нет, драться в ринге или в клетке. Там зависит от разных турниров. Почему было в этот раз в ринге? Потому что это Бангкок, и там клетка запрещена. Потому что, типа, традиции тайского бокса. Потому что, допустим, если брать ну, вот тех ребят, которые там в клетке готовились и вообще в клетке дерутся, ринг для них это совсем другое. Там даже, знаешь, как бы в какой-то мере это может быть причиной того, что ты там не ярко выступил. Нету многих работ нету, там работы в клинчик, например, нету у Ну, сетки. вставания от сетки, да, невозможно. Вставания от сетки нет. Вообще, такие бои разве должны официально идти в рекорд? Да. В ММА рекорд? Да. В ММА по правилам две площадки. Это ринг и октагон. Там же, да, в основном Даже можно сказать, наверное, 3, да? Почему? Потому рейдж что- еще. Не, рейндж не... Я имею в Рейдж виду. тоже идет. Рейндж шел даже 4 тогда. Потому что есть 8-угольный октагон, а еще и круглый Ну, октагон. и есть 12-угольный. Да. Там, на самом деле, Прикольно. разница большая. Там главный регламент — это время и правила типа работы. Неважно площадка. Да, Да, площадка нет. Кстати, а в Найзе в итоге будут вводить новые правила? Какие? Локоть 12/6 и новые позиции в партере. А локоть 12/6, зачем ты это спрашиваешь? Его запретили Во всем мире разрешили наоборот. Вот, разрешили с 1 ноября в UFC. с 1 ноября? Ну, это, знаешь, мы же живем по правилам
все-таки ММА, и надо там посмотреть. То есть место ММА, да. Но если UFC что-то разрешает, скорее всего, Федерация ММА, она же в любом случае подотчетна направлению ММА мирового, ну, UFC. Потому что вчера я вот как раз-таки был на чемпионате мира МАФ, в да? Ташкенте, да, АйМАФ. Там везде было распиарено лого этого UFC. Прям говорили о нем. Они спонсируют же, по-моему. Ну вот какое-то время же говорили, что нет. М? Была Зуфа, помнишь? Да. Потом Зуфа что-то там... Не, они давно же Зуфа выкупили у Зуфы права. Понял. Потом UFC начал, да, там часто быть. Потом UFC остановился и вот через какое-то время обратно вернулся. Да, прикольный чемпионат мира. Кстати, поздравляю нашу сборную. Расскажи вообще про итоги, что ты Да. там увидел нового. Атраусский парень один, Ерулан, стал чемпионом мира. Девушка наша, сейчас, чтобы быть точным, назову их имена и фамилии. Почему? Потому что очень важно обязательно поприветствовать их и как-то осветить, да, чтобы люди знали. Мульдур Ашербекова выступала в весовой категории до 74,8 килограмма и смогла выиграть золотую медаль. Прикольно, да? Наверное, я не помню, было ли у нас золото среди девушек. Было, да? Аян Турсун золотая медалистка, интересно. Надо вот, кстати, это поднять. Мне кажется, даже она... А Сора по ИМАФу не выступала? Сора поймав, не помню. По рукопашке она трехкратная чемпионка мира. И в финальной схватке Ерулан Кабдулов, атраусский парень. Кстати, я вот давно смотрел за ним. Он много проигрывал, не раз, ну, тут около 5 или 7 лет у него ушло на то, чтобы вот стать чемпионом мира. Когда он перешел в мужскую сборную, до 52 килограмм стал чемпионом. Я был на этой схватке. К сожалению, Мульдур мы не увидели, потому что у него она до финала вышла, а в финале ее соперница снялась. Из-за травмы или ее... вот, кстати, ее не допустили. Из-за того, что она опоздала, представляешь? На взвешивание. На взвешивание история. опоздала. Да, как у меня история. Но тут-то утром все произошло. И вот я посмотрел бой Ерлана Кабдулова. Крутой, молодец. Волевая победа. Вначале проиграл, потом взял, задушил. Если бы не задушил, скорее всего, не дали победу. Это какой-то родственник Диаса? Кабдулова? Он Кабдулов или нет? Это Кабдулов. Кабдулов. Нет, не родственник Диаса. Ну, не знаю, может быть, даже, да. Я вас по сторис видел, там прям было как какой-то большой турнир не любителей, а ему прям... Арена, там весь продакшн. Ну, в принципе, они всегда так По народу. Кто-то идет на любительское ММА? Знаешь, наверное, большинство, кто там сидел, 80%, их было где-то 5000 человек в общей сложности. Где-то 90-80% это были ребята, которые пришли там, ну, как их называют? Волонтеры? Нет, ну, были волонтеры, ну, и как бы массовка, да? Мне кажется. Мне так показалось. Грустно. Сула, Как вообще встречали там в Ташкенте? А как в Ташкенте могут встречать? Очень гостеприимный народ. Всегда очень хорошо встречают, да? Ну, я имею в виду, как провели чемпионат. Круто. Очень хорошо, да? Круто. Сула, ты сегодня какой-то молчаливый, неразговорчивый. В чем причина? Я вообще не смотрел ничего, про что вы говорили сейчас. Скажи, что смотрел на этой неделе. Давай, задай нам. Жако смотрел я. Жако я смотрел, Жако. Единственное нормальное, не то, что нормально, событие полугода, я так считаю, да? Жако? Вообще просто Жако. Я хочу повториться. Вот со времени, после того, как Казахстан обрел независимость, на мой взгляд, Жако лучший боец ММА. Лучший. На сегодняшний день? Вот с 91 года по сегодняшний день я утверждаю, вот я дофига кого знаю, дофига кого смотрел, я говорю конкретно, вот после этого боя, я говорю, Жако лучший вообще. Знаешь, просто. Лучше него не было бойцов? Не было. Были какие-то, показывали, может быть, красивые бои, там, там взлетали, падали, но то, что Жако, короче, Я думаю, что в комментариях напишут про Шавката Я точно. обязательно, лучший. обязательно Всё. напишите в комментарии, кого считаете лучшим бойцом, наверное, независимого Казахстана. Жако лучше, чем Шавкат. Мое мнение однозначно. Сула, многие не согласятся с тобой. Я тебе скажу одну вещь. И у тебя вот такое мнение, а вот я про Жако скажу так. Я всегда это говорил, и вот, знаешь, как бы прям Сула сейчас напомнил мне про это. Я считаю, что с Жако началась современная история ММА Казахстана. Да. Жалгаз Жумагулова. Почему? Потому что это первый такой... В то время Fight Nights, М1, они были на уровне там, ну,
когда мы смотрели рейтинги, это было 5-е место, Fight Nights, ну, Да. той промоушен. Очень И хорошо. когда Жалгаз Жумагулов привез пояс, когда он выиграл Артура Багаудинова. Гаудинова, А, либо Гаудинова, Оскар Дольчина. Тайсон Нема, когда он там... Кира Уламбекова уже. Тагира Уламбекова. Да. Тагир Уламбек. Шардж Тогда- Хэка. Тогда, ну, как бы тут вопрос не национальности, вопрос, знаешь, вот этого. Очень сложно было преодолеть психологический барьер, что, типа, казахи могут драться в ММА. Почему-то, не знаю, такой барьер был. Типа, вот россияне, особенно кавказцы, были в этом плане для нас, для большинства людей казались там, типа, не каким-то рубежом, который очень сложно было пройти. И вот Жалгаз, который ломал эти стереотипы, ломал это все мнение. Я помню, когда вот даже Али Багаудинов там в интервью, откуда вообще Жалгаз разлетелся? Он же должен был драться с Артуром Багаудиновым, и он у себя там в интервью где-то говорит, он переедет этого казаха. Да. У нас фан-база Что это было, взорвалась. это вообще? Весь Казахстан, Жако, Что лишь было? бы ты выиграл. Просто. Тут он Бигфистом, да, кажется, да? Сначала он его ногой в печень, И а потом Биг Бэкс Старс, Артур- Шарс. Мне кажется, это яркое, вот самое яркое выступление Артура, хоть он проиграл, яркое выступление После Артура этого Багаудинова. завершил карьеру, по-моему, один раз он, по-моему, подрался где-то там что-то в Волга, Борденьке, FC, Да. и все, салам алейкум. И Али Багаудинов. И Али Багаудинов тоже, по-моему, завершил карьеру. А И он Жако, дрался. Жако, короче, там дофига натворил делов. Я помню, когда Жако прям так дрался. 5-й раунд с Али Багаудиновым Это берется. Вот ты видишь, Это- есть все-таки правда, какая-то доля правды в словах Сулы, что он лучший боец. Вот так себя никто не вел. В вообще... бою с Вообще. бойцом, который там в UFC когда-то дрался за титул, да, Али Багаудинов. Еще там, если там незаконно было, здесь уже понятно, он на В законных Сочи же, да, это было? армии. И он вот так к нему подходит, последний, 5-й раунд, видишь, так руки отпускает и лицом упирается Жако. Прям в бою, если есть этот отрезок, на Fight Nights это прям, знаешь, как было легендарно, круто. В Астане мы же вместе, помнишь, смотрели, это нас Диас повел в какое-то это. Да, кафе. Я еще, короче... Смотрели же бой Жако. А я не могу смотреть бой. Прикинь, вот бой идет, и, короче, со мной еще знакомый была, мы с ней раз уходим, все, я не могу смотреть, просто не могу. Бой я не смотрел. Да. Я забегал только, когда был перерыв, и все нормально. Я просто не могу смотреть, трубая, весь на эмоциях. Со мной подружка, короче, то все, я не могу, короче. Я просто слушаю... Это любительский чемпионат был, да? Мы после этого любительского чемпионата все собрались, да? Я не помню, что... И просто так это было. Мы же как... Эльдар Кудайбергенов ставил. Помнишь, это вот фотографии его? Арман Успанов вместе с нами. Арман Успанов был, да. Хайрат Ахметов был с Мы все нами. там собрались. Это же был Что какой-то за турнир. тема тогда была-то? Какой год, скажи? 19-й год. Этот нас собрал. Как его... Ассоциация боевых единоборств на награждение нас собрала. И мы- да, мы там оказались. На этот день, да. Еще кубок вот, взяли. слушай. Мангстау кубок забрал. Да. Ну, это вообще, это просто бомба была вообще просто. И когда, да, объявляли там, раз там, сначала говорят, первый судья, Жалгаз Жумагулов, короче, раз там, фух, короче, думаю, все нормально. Второй судья, Али Багаудинов у нас. Да, жух. И третий еще, это же, да, Белый Скорпион, Александр, короче, да, вот он. Ё-моё, это вообще просто... Какой тигр, да. Это Молодец. столько эмоций не дарил, вот, пока Давай, никто не дарил. Давай воспользуемся нашим подкастом и поздравим Жалгаса Жумагулова Какой с красавчик. яркой победы. Лучший. Когда я там несколько раз он проиграл, я всегда хотел, чтобы он завязал. Почему? Потому что, хочется, чтобы он непобежденный был и так далее, и так далее. И тогда Жако мне сказал: Нурбек, я ничем не хочу заниматься, кроме как боями. Я говорю: Жалгас, тебя тяготит тренировочный процесс? Он говорит: вообще не тяготит. Я спрашиваю у Алиби Идриса Дастана, кстати, вот про Дастана сейчас поговорим. Я говорю: как он на тренировочном процессе? Брат, говорит, он убивает всех. Убивает всех на тренировочном процессе. Я же был в Иркин-Куш. Да, Жако, продолжай, мы будем болеть за тебя и радуй нас, Казахстан весь, своими победами. Я думаю, у тебя еще много чего получится. Давайте про его бой Не надо UFC. А что его говорить, он забил как собаку того еще. как собаку забил. Как... Единственное, что ему не везет, в каждом бою в пах получает. Вот это, Это бывший претендент этого промоушена, кого выиграл Жалгас. Он не просто претендент, он бывший чемпион. Был чемпионом? Он бывший чемпион, который проиграл вот сейчас. Да. Туда пришел чувак, только пришел, ему дали чемпионский бой, и он у него, как я понял, он его выигрывает, забирает у него чемпионский пояс. Короче, смотрите, ребята, Жалгас выиграл чувака, который до этого проиграл другому чуваку.
Этот чувак сейчас чемпион. Вот. Не сейчас чемпион. Сейчас сейчас он Ну тогда и этому чуваку пришел конец, скорее всего. Жалгас доберется до него. И он его выиграл по очкам. Короче, все чуваки в октагоне. Кошмар приехал. Это с Казахстана. супер. Дидар, расскажи свои впечатления об этом Бачу, поединке. Жалгас очень хорошо себя показал. Молодец, да. Левый боковой его Вообще. 2 раза, который 3 Ну, раза тайминг, он да? отправил, да. Почти все удары у него приходили. Почти все удары. Прям старый, да, Жако, да? Как- Ты че, это был Помнишь? прям реально Жако. Вот он. Ну, скорее всего, теперь будет за титул драться. Супер. Круто. Супер. Я думаю, октагон, как сказать, угадал с Да. выбором соперника для Однозначно. их там Однозначно. истории. Мне Тем кажется, более- честно, знаешь, они в чем не угадали, то, что они на все постеры ставили Жалгаса со старой прической, за которую его полюбили, и он к этому бою А подстал. он приехал с другой прической. Да, я вот не понял прикола. Ну, почему не угадали? В Европе, наверное, это как... Не, они прям Который будет типа, словацкий они, учить, да? они везде, знаешь, во-первых, делали... Не, это же, кстати, чешская лига. Чешская Да, лига? это просто турнир был в Значит, будет Словакии. чешский учить. Нифига себе, А. приедет по-чешски. Они будет на разговаривать. все постеры они делали всякие приколюхи тоже с Жалгасом, со старой его прической, на постере. Я видел, с да, прической. кстати. А в итоге он вышел типа с новой прической. Ну, прикольно. Не знаю. Самое главное, щелкнул, короче, и красиво. Для нас, да. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Сула, мне кажется, вопрос, который точно надо обсудить сегодня, Да. перед тем, как обсудить его одноклубника Дастана Мангельды, ты вбросил историю о том, что Жалгас лучший боец Казахстана. Многие напишут Шавкат Рахмонов в комментарии. Объясни, почему Жалгас лучше, чем Шавкат Рахмонов. Ну, смотри, вот у меня есть ежегодный рейтинг, я уже веду, наверное, лет 10. Я лучший боец года даю только тому бойцу, кто обладает чемпионским поясом. Серьезно, минимум. Ну, то есть, Алаш Прайд я не беру. Вот так скажу. Октагон я не беру. Найза и выше. А почему ты не Шавката берешь нет. Лашпрайт и октагон? Ну, потому что еще не дотягивают. В моем рейтинге, чтобы стать бойцом года, нужно быть как минимум чемпионом Найзы. У Шавката нет таких регалий. Он чемпион М1. Ну, это, если бы тогда было бы, тогда, по-моему, он у меня один раз был, когда он был чемпионом. Но вот за год я беру, вот кто у нас стал, вот, допустим, чемпионы. Вот я и сравниваю их. Ну, Кто из них лучше? Сула, я с тобой поспорю, наверное. Я, безусловно, считаю Жалгаса крутейшим бойцом, но, наверное, за всю историю Казахстана никто до третьего рейтинга UFC не доходил. Я понимаю, что никто не доходил, все нормально, вообще это супер. Я не говорю то, что... Не в рейтинге, короче, да? Ты я говорю... то, ощущением, да? Здесь вот не только вот именно в этом плане Шавкат и Жако, однозначно Жако. Однозначно. Я потому что видел, что Жако проявляет... Было много моментов, когда он проявлял свой характер нереальнейший. Где вот эта вот грань, там, допустим, запас прочности у Шавката, я его еще пока не вижу. Чувствуется, что он есть. Чувствуется, но насколько его много, я не вижу. Ну, это мне не надо А его. у Жако я видел то, что уже все он. И он все равно вставал. Вставал и щелкал. Вот это... Вот если бы тебе сейчас Жако, да, вот как только ты его признал лучшим бойцом Казахстана, вот если он тебя сейчас попросит, сними сережку, ты снял бы? Жако, она в любом случае придет Жако. Нет, вот сними и положи ее, потом, когда умрешь, отдашь Жако, допустим. Вот ты бы снял бы сережку? Я вообще не понимаю, при чем тут это? Я помню, когда Жако... Ты к этому вышел, вообще не знаю, там... Я помню, когда Жако хотел отрезать тебе ухо, сережку снять. Ты помнишь? Никогда такого не было. Ну, ладно, не отрезать, но снять. Слишком много меда поел вот этого. Голубого меда слишком много съел. Ну, снять он хотел у тебя? Конечно, хотел. Они там всем Ахтубе хотели снять. Это даже реклама, мне кажется, для меда. Вот когда много съешь меда, то воспоминания становятся интересными. Это какой-то неправильный мед. Правильные пчелы. Окей, Сула. давайте про Дастан или про Сулу. Не, Сулу надо добить. Ну, скажи, вот, если он Не тебе скажет добивайте снять Сулу. сережку. Конечно, нет. Жако. Мутқвал устроил. Түсінді? Мут уже, по-любому. Ешқашанда шешпеймін. Шешем, говорю, қайтыс болғаннан кейін саған келеді, так что не беспокойся. Мне кажется, знаешь, Ол дүниеге кеткенде саған келеді мынау. надеюсь, Сула проживет долго очень, но в любом случае все мы когда-нибудь умрем, Я правильно? умру позже вас всех, Все алло. когда-нибудь умрем, и когда... Я никогда не умру. Окей.
в случае, если через 100 лет умрет Сула и будет еще жив Жалгаз, он возьмет, в конце сережку, он придет же, она по наследству, и... Нет, ставит в пояс. Там, знаешь, у него пояс, последний кристалл туда. Это будет твоя сережка. Но я никогда не умру. Согласен. Поддерживаю. Я помню, были пояса М1 старые, и я записывал, по-моему, с Вячеславом Василевским интервью, и он с поясом, говорит, давай с поясом поставить. Я говорю, давай. И смотрю на пояс, а там кристаллы, типа, такие были. И там, из 8 кристаллов, там, типа, 2 осталось. Он говорит, да, они, типа, выпадают такие. Тогда были некачественные пояса. Тут выпадали кристаллы. М1? Да. Я помню это. Они прям такие пластиковые какие-то, что ли. Да. Не, видишь, там вопрос, наверное, не в М1 был. М1, наверное, один из первых, кто хотел там пояс украсить какими-то определенными камнями, стразами. И нужно так, знаешь, честно к этому отнестись. В то время и не все делали пояса. Была одна компания, которая, наверное, сейчас все нами и делает эти пояса, и они не у них изготовили, а у кого-то другого. Потому что я помню, что когда мы изготовили пояс, он был без камней, но чисто на металле, да, вот латунь. Ребята, которые пришли, говорят, у вас пояс покачественнее, чем, там, допустим, М1, но в то время М1 был там на картон. И это, наверное, не из-за того, что они там сэкономили на этом, а просто где-то делали, где делали вот так некачественно. Сейчас, на самом деле, вот смотришь на пояса, реально, продвинулось очень Да, сильно. очень. Это развитие индустрии. Самый крутой пояс, который я когда-либо видел вообще, и он давно уже, Fight Nights. Вот и помнишь, из серебра вот они делали, с белого, сам вот этот с орлом, не знаю, по мне. Главы, да? Да, самый шикарный пояс вот они делали. И вот до сих пор я круче, чем у Fight Nights, еще не видел. В свое время был пояс у WFCA, они с настоящим делали, типа там белое золото. А, кстати, у WFCA тоже, нифига себе. У ECB, кстати, тоже было. Что-то у них 400 история была. вообще нереально. Помню, в ECB, Fight Nights все равно было лучше. Не, ECB история была такая, что, вот не помню, не знаю, правда, неправда, ты, наверное, подскажешь, когда пояс изготавливали, и то после 4-й или 3-й защиты ему отдавали Вот это навсегда. WFCA. Да? Потому что были настоящие бриллианты, настоящие золото. Да. Кто-нибудь забрал его? Он чуть ли не 25 Тут с один чем-то забрал. стоил. Да, он там $400 000 стоил, что-то такое. Да. Крутой пояс был. Вообще, кому какой больше пояс нравится? Старый пояс UFC или новый? Мне старый больше нравится. Мне новый какой-то. нравится. Я, если честно, уже забыл про Искусственный. старый. Кстати, вот мне новый вчера на чемпионате мира победителям чемпионата мира давали пояса один в один UFC, просто по центру написано Да. UFC, а что-то по-другому. Да, видел. В любом случае они задают, Да, маркетинг. не стиль Прям задают, и все уже потом себе разбирают. UFC молодцы. Ну и сейчас они, по-моему, уже как раньше не отдают пояса, они просто вот как раз-таки камни обновляют, за каждый пояс они в рубин, по-моему, вставляют. За Да, в каждый... UFC? Да, в пояс у них есть такая как бы восьмиугольник, и они туда... Там обычный цирконий или обычный какой-то камень стоит, когда человек защищает, они его на рубин меняют. То есть у человека один и тот же пояс. Ценность, да, придали, да? Да. Это не... Вот прикольно, знаешь, прикольно. Я бы тоже с этим как-то согласился. Но это тогда, когда ты, знаешь, как UFC. Да не, завязывай. Он же вопрос не в экономике. Лучше ждать, пока это ты сделай, и станешь сразу как UFC, братан. Что ты паришься? Нет. Я тебе про пояс уже давно говорил. Ты помнишь, я сколько тебе раз говорю, сделай пояс, чтобы это было вау. Я тебе еще в октав говорил. У нас что, не вау? Нифига не вау, братан. Нифига не вау. Я тебе еще в октав про это говорил. Ладно, давайте тогда вот так. Друзья, вы напишите в комментариях, нравится ли вообще вам наш пояс Найзы, и согласны ли вы с мнением Сулы. А Сула ты. Давай там поработай над тем, чтобы создать... Я тебе сразу сказал, что нужно сделать. Прям сделай вот... Пускай он стоит прям серьезных бабок. Да? Конечно, это будет просто шикарно. Иншалла, ты дойдешь до этого уровня. Конечно. Сделай вот этот шаг, брат. Вот это, по-моему, ты уже давно должен был сделать шаг. Я тебе еще в октав говорил, когда вы здесь еще не двигались. Сделайте охеренный пояс. Все. Чего у вас пояс непонятно что? Красивый пояс. Да нет, куш, братан, куш. Мне нравится, кстати. Пишите в тоже комментариях, нравится вам или Мне нет. тоже нравится пояс Найзы. Суле много чего не нравится. Зато Сула нравится. Но. Зато Сула нравится нам. Да, зато Сула нравится нашим подписчикам. Кстати, вот сейчас в комментариях увидишь, многие будут писать. Кстати, вот этот мед второй, этот спирулин, кокос, ананас, а этот пальмовая пыльца. Я еще быстро хотел заметить, смешно, что ты говоришь, что я, типа, ем по 2 ложки каждого, но ты вот этого синего 4 съел, потому что здесь 2 банки. Я маленьких ел. Маленьких ел. Знаешь, С самого начала одной ложкой. имелось в виду маленькие ложки. Я половину маленькой ел. Дидар вообще поварешками хавает. Ну, кстати, да, у меня деревянный этот.
экологичные. Черпак. Давайте про Дастана Мангельды и Вячеслава Свящева поговорим. Давай, перед тем, как говорить про Дастана Мангельды и Вячеслава Свящева, обязательно продолжишь. И Молимся. я думаю, За руки возьмем. я думаю, что ты про Свящева много чего можешь рассказать. Кстати, интересный, очень сильный боец. Поговорим о Дарлине. Давай поговорим о этом. Тан. Друзья, если вы руководите компанией, и под вами от 1 до миллиона человек, вам обязательно нужен Дарлин. Я лично в своей жизнедеятельности управляю своей компанией в 50 человек, а при турнирах 300 человек через это приложение. И знаете, вот в чем прикол? Реально много свободного времени. Много возможностей и контроль, можно сказать, тотальный контроль над своей командой и компанией. Дарлин – крутая платформа для ведения бизнеса. Хорошо прорекламировал? Мне Да. кажется, бонус они должны дать. Нам Дарлин. Да, Было бы Дарлин. круто. Не, они, кстати, нашими партнерами являются. Это крутая Тут же компания. вопрос, не в партнерстве, наверное, а в том, что, правда, что- это рабочая система, В которая... том, что это, да, реально помогает управлять. Я вот ездил в Узбекистан, там срочно мне там отправляют запросы, и не надо, прикинь, вот сидеть, приезжать, там, факсом распечатывать договора, подписывать. Нет, бах, одобрил, и все. Все дела решены. Круто. Еще видишь, кто прогуливает. Вот за этим слежу тщательно. Давай. Свищев, да. Это будет главный же бой. Нет. Да, Главный бой Титул. турнира Найза 69, бой за титул в легчайшем весе. Дастана Мангельды против Вячеслава Свящева. Очень крутой бой. И я вот, почему еще говорю, что я чуть поучаствовал в его организации. Да, Я прям настоял, что нам нужна конкуренция. конечно. И мне кажется, что более Был прав. конкурентного и интересного для Дастана, чем спарринг-партнер Петра Яна, сложно найти. Кстати, да, Петр Ян. Ты знал, да, про это? Ну, я видел фото. Да. Петр Ян у себя даже в сторисе опубликовал этот поединок, сделал акцент. Небольшая предыстория тоже, откуда вообще Вячеслав Свящев появился. Они, когда Петр Ян начинал свою спортивную карьеру, он начинал с бокса, и они начинали с бокса вместе как раз с Вячеславом. Тренировались по боксу долгое время, и потом, у Петра пошла карьера по ММА, а Вячеслав, он, в принципе, в боксе хороших результатов достиг, но он в итоге все равно в любительском боксе выступал, то есть как-то, профессиональный бокс у него не пошел, я так понимаю, и в профессиональный бокс достаточно сложно попасть. Он в итоге решил просто завершить карьеру, а Петр ему говорит, блин, ты типа в зале там многих срубаешь, у тебя там очень крутой, у него очень крутой боковой по корпусу. Типа, давай попробуй по ММА. И стал ему помогать, делать бои ему. Он тогда в OpenFC его поставил, в GFC он, по-моему, тоже дрался. И в итоге вот он стал чемпионом OpenFC, Вячеслав. Были и поражения у него, но поражения только прям хорошим ребятам. Вот, он Шарапудину Магомедову проигрывал. Это чемпион мира по... Не тот, который шарабулит, просто тоже. Он, кстати, тоже должен был, по-моему, в Назе подраться. Я помню, Жандарбек его рассматривал, но в итоге не подрался. Сильный очень тоже парень. И тоже потом он стал спарринг-партнером Петра Яна. Дрался в РСС против Рахима Медаева. Тоже очень хороший бой показал. И прям такой крутой парень. Опыт 5-раундовых боев у него есть. И мне кажется, что прям такой будет... Опасный бой. Да. Для Дастана. Этими хорошими ММА, за это мы и любим эти бои. У Дастана реально соперник, который сейчас проверит его на вшивость. Думаешь, его надо проверять? Я думаю, да. Вот, я посмотрел бои, кстати, пару боев Свящева В посмотрел. любом случае, проверять надо каждый раз. Хоть он и базовый боксер, но очень хорош в грэпплинге. Он же, говорю, он начинал как бы с базового боксера, он сейчас эволюционировал. То есть он реально стал бороться наконец-то. Он со спины очень опасен. Я Да. посмотрел, он постоянно Я какие-то не приемы накидывает. Прям такой опасный внизу. Да, атакующая борьба. Сильный. Знаешь, уже рейтинг... Я смотрел, потому что я не сказал бы, что он прям какой-то прям... Сам рейтинг... Там, по-моему, пройдет. Рейтинг 13-3, да? Да. 13,3 против 7,1, да? Мгм. Против 7-1 уже как бы, да, Это так да, опасно. это да. В Матриксе наверное, у Дастана не всегда были такие соперники, которые в Fight Matrix приблизительно к нему одинаково, а он 124-й, кажется, стоит Дастан, а этот Свищев стоит 125-й, прикинь, они прям притык стоят друг к другу. И это о чем говорит, что, вот, допустим, мы знаем уровень Дастана, да, какой? Крутой? Крутой. И... Я знаю Свищев. уровень Свищева, и он крутой. Вот. Видишь, Я посмотрел его поединок. С кем смотрел? Я не знаю, я смотрел, просто я делал про него рилс. Я посмотрел его из Шердока, посмотрел, у него 5-раундовый может, один другого ты поединок. Нет, Зева посмотрел. Нет, 5 раундов у него не один, у него 5 раундов 2, точно. в Шердоге только один.
У него 2. У Дастана вообще не было 5 раундов. Но в Шердоке открыл, у него там Это только за титул. Да, он, по-моему, в Раундов. 5-м раунде. Про то, что дошел до Кого 5-го ты? раунда. Про Дастана. Он разве не в 5-м раунде? 5 раундов то, что было. Корейц. Да. В третьем. Да. 2 было. 2. С Уйонгом в третьем раунде выиграл, да? Ну, не знаю. Суйонг он же вырубил. Я говорю, в третьем раунде, кажется, все произошло. Не 5-й раунд точно. Да? А, Не, да, у Не, Дастана... ну я считаю, что для Дастана... знаешь, в чем прикольно? В чем прикол? В чем? За Свищевым стоит Петр Ян. Петр Ян, за Достаном стоит Жалгар Жумагулов. Вот. Они не враги так. А? Они не враги. Нет, Петр Ян приедет... Ну, типа глыбы, да, имеешь? У него же в этот же день я заметил, Петр дерется в Китае. В этот же день. прям. одно время время. Макао, да. я видел, как Петр Ян очень так, очень хорошо относится к Свищеву. Где-то его там проталкивает, бои там. Быстро тоже организовывает. добавлю просто. Я больше скажу, он даже... Были случаи, когда он ему бонусы давал из своих денег. Вот, я про это и говорю. Ильяс Хамзин, по-моему, тоже, да, в их команде? Да. Вот он приедет его... Кто приедет? Архангел. Скорее всего, почти все поедут на Петра в Макао. Да, тогда да. Здесь непонятно, да, кто поедет к Вячеславу. И этот, как его, Жалгаз в свое время, когда там на Дастана я особое внимание не уделял, то есть не смотрел на него, да, грубо говоря, он там подрался один раз, приехал. Для меня он казался очередным крепким пацаном из Еркинкуша. А когда Жалгаз начал говорить про это, то, что Нурбек, говорит, вот он спарринги мне конкретно отпор дает, говорит, то типа вот этот парень, тогда у него 1-0 был или там даже 2-0, что ли, что такое. Он все, по-моему, у тебя дрался. Все бои, да. Все, да. Не, ну я считаю, для Дастана это будет прям хорошая проверка. Да. И проверка хорошая, имя хорошее. То есть, Ну и для Свищева тоже будет, проверка. да, вот это вот я больше, потому Для что, обоих. ребят, Они оба, скорее всего, стремятся попасть в UFC. Про Дастана я точно знаю, а про Свищева у него путь вообще короче, да, там. Один из топовых бойцов UFC, друг этого Свищева, да. Мы не раз видели такие, эти моменты, когда там подписывали так. Ну и Такому еще что мне нравится, что сценарию. я уверен, что у Дастана стиль яркий достаточно, что у Свищева очень яркий стиль, что точно бой не будет скучный, то есть не будет Однозначно. это да. леживания, Это то есть да. либо это будет какая-то агрессивная борьба от Дастана, либо это будет вообще нокаут. Я думаю, будет... стойки, да? Она смотрит же не только Казахстан, но и Россия. Будет справедливым, если, Вика, мы по итогам опубликования этого поста снизу сделаем опрос и обязательно там сделаем... Напишем фамилии Свищева и Амангельды и спросим у наших подписчиков, кто победит или за кого вы болеете, да, чтобы фамилии были. И Лежит, как раз таки да, там, посмотрим. А также свои комментарии обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу. Насколько я знаю, такой опрос уже есть в Ютубе, кстати, кажется. Опрос? Да, в сообществе. Да, сейчас я Я еще хотел сказать, что самое главное, вы не комментарий пишите, а главное, посмотрите этот бой. Если есть возможность, то придите на турнир на ИЗА-69, Алматы-арена, Подождите, 23 ребят. числа. Почему в Алматы-арене, брат? Как классно ты вот в этом Баланшолаке делал. Я соглашусь с Улой, кстати. Да. Рядом вообще метро. Приедь, пожалуйста, вот здесь вот в центрах, и мне кажется, там подешевле. Все, в следующий раз из-за тебя, чисто из-за тебя будем. Да нет, И из-за меня тоже, я тоже за баланс. Чисто из-за вас. Вообще такой опрос уже есть. ловлю на слове. В Ютубе на ИЗы заходите в сообщество, там есть голосование, и голосуйте за... Есть? Под этим бойца. постом тоже, я думаю, сделать надо. Петр Ян или Жалгар Жумагулов. Просто Алматы-арена. Я вот, знаешь, скажу, этот бой, он, из, все-таки, наверное, из того числа, что это суперконкурентный бой, но по медийности есть, да, какие-то все-таки у него Вопросы, проблемы. Да, согласен. потому что Дастан молчаливый парень, что Вячеслав тоже суперуважительный, молчаливый Надо парень. просто мало платить денег. За них, Хочешь за них, чуть-чуть побольше за них бабок, должны, начинай за них говорить. должны работать Петр Ян и Жалгар Жумагулов. Они они при этом оба суперконкурентные. То есть вот я в качестве боя вообще, у меня никаких вопросов нету. Хотелось бы, чтобы парни хоть что-то вкинули, что один, что второй. Немножко этого не хватает. Что Дастан бы что-нибудь написал бы, что Вячеслав тоже что-нибудь написал бы. Вот если вы нас смотрите, то Напишите что-нибудь. напишите что-нибудь, потому Пишите. что вам этого не хватает. Вот. Все-таки UFC тоже, знаешь, посмотрят. Дастан крутой боец, там, не знаю, Вячеслав крутой боец, не знаю, кто из них выиграет. Но... Как правило, наши бойцы привыкли двигаться в последнюю неделю. И то не всегда, конечно. И вот на промежутке подготовки, месяц или два, реально у Дастана была проблема. Соперника объявили только вчера. Только вчера, до этого он вытаскивал посты, молодец, вытаскивал посты, говорил, что он ждет бои, что он... Вот побольше надо, Да. побольше. Это Нет, отмазка. согласен с тем, что, да, мало, конечно, но... Хочешь денег, как говорится, привяжи кое-куда веник. Либо работай. Что, это работает, если веник привязать? Попробовать надо. Попробовать надо. Договор. Инстаграм. Окей.
Слушай, а Жалгаз приедет вообще? Ну, Жалгаз подрался, скорее всего, с Датстана он, скорее всего, приедет поддержать. Почему? Потому что, я же тебе говорю, как он относится к ним. Вообще Жалгаз любит и Дастана, и этого Нурбека Абдрахманова, и Алиби Идриса, и там многих-многих других. Ну, как любит, как братишек. Шаг. Они выросли на нем, на Жалгасе, на морозе. Это нужно, это, наверное, как, ну, понятно, да? Как он звучит, выросли на морозе? Вот. Ну, кстати, не нужно забывать... Жаре и на морозе. Если мороз это мороз, Жалгаз это жара. Не нужно Давай забывать, что Дастан Амангельда в ITT проходил сборы последние. Мне кажется, там много... Съездили они, кстати. В Америку они съездили, много чего для себя подчеркнули. Знаешь, вот этот волшебный путь, я его так люблю, так люблю. Вот сейчас, наверное, крупным планом нас оператор возьмет. Знаешь, вот такой момент, когда и Алиби, я помню его прям, знаешь, как бы вот босоногим, да, грубо говоря, стоящим на остановке. Нурбека Абдрахманова, я помню его первый титульный поединок. У нас сколько он дрался. Такой, знаешь, как бы неуверенный в себе, такой, да, там, не крепко стоящий на ногах, как он там после титула восстанавливался. Он, кажется, 1,5 или 2 года не дрался после боя Тангабаева, да? Вот жесть была, говорят. Как он весь в крови был. Дастан, когда первый раз пришел, потом после боев у него там операция, аппендицит и так далее, и так далее. Багдад Джубаныш. Вот из всех этих 4 Багдад Джубаныш изначально звездой пришел уже, да, ну, грубо говоря, в любительской карьере. Он был 3-кратным чемпионом мира, да. И вот они 4, втроем или 4? Четвером, да. Сперва Алиби поехал, потом они 3 за ним поехали, и все оказались в Америке по пути вот Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова, взросленные нашей лигой. Куда бы они ни пошли, я за них буду гордиться всегда, и как бы интересно смотреть, наблюдать за тем, что из таких, знаешь, как бы, ну, не скажу, что прям пипец слабых, но из таких неизвестных никому, не совсем уверенных в себе, и при этом, при всем, не мастеровитых на тот момент бойцов, они сегодня превратились в такие мировые глыбы, да, там, ну, если проговорить про там чемпионов, про бойцов, кем они становятся, это прям круто. О чем это говорит? Наша лига, она зажигает звезды, зажигает качественные звезды, крутые звезды. Мне это нравится. Вот Дастану можно я обращусь? Дастан, Нельзя. хочешь, как говорится, бонус? Драться? Хочешь драться? Дерись. Тебе можно. Нет. Хочешь бонус? Продавай колкан. Покажи вообще лиге, что тебя смотрят. Опять же, чтобы это не получилось, то что 1500 просмотров там, да, из которых там 500 это 1000 это Сахтубе там родители, там, родственники там Аталар, Азилер там посмотрели. Чтобы это было лям просмотров. Вот тогда уже можно нормально говорить за бонус. А когда ты... Как получить лям просмотров? Нужно, помимо того, что ты занимаешься в... Как это называется этот клуб? Иркин-Хэш? Вот. И нет, другой клуб. Где они занимаются? ATT. Нет. Как называется вот это у них там в Ахтубе? Рух. Нет. Атлант. Вот. Помимо того, что ты в Атланте занимаешься там, ты возьми телефон. ШММ. Вот. И начинаешь что-нибудь говорить. Мне вот, знаешь, Сулу я вот так иногда думаю поставить на должность, как этот, с бойцами, которые будут там общаться, разговаривать. Я труба их зажгу, братан. Я их нереально зажгу. Как этого мотиватора, да? 2 миллиона тенге в месяц. Вперед, брат. Как мотиватора? Я жестко их зажгу. Ты что? Я их конкретно зажгу. Я их половину, правда, поувольняю. Посадят? Ничего страшного, там очередь другая встанет. Посадят же их. Кого посадят? Мотиватора посадили за тебя же. Ну, посидят, что? Нормально. Это за сколько он продал этот свой бой? Ну да. После этого вышел. Так Сколько? Ребята, имейте в виду, Сула Миллион рублей. не только журналист и Ему так и блогер. заплатили же. Так еще и не заплатили? Это так вообще круто. Ну, что- там, типа, а он почему тогда молчит? Нет, он говорил про это. Говорил ты несколько раз уже. Но Анатолий Сулянов игнорирует. Даже у тебя, да, на подкасте Сарбас говорил? Нет, это было до. А его, короче, получается, швырнули, да? Да. Ну, он же сказал, что, типа, за что я вам буду платить, вы вообще эти... Не, знаешь, там как было? Договор на коленке, ну, как бы так сказать. Ну, вот юридически, де юра, мы до Сульянова не докопаемся, насколько я знаю. Почему? Потому что там было все так. Был момент, они вышли в ринг, он сказал, ты хочешь драться? Он говорит, да, хочу драться. Он говорит, скажи на ушко мне гонорар, да, это короткий ролик. Он ему сказал, он говорит, поехали. Он подрался, им бой не понравился, но нет, заплатил. Ну, в общем, Руку пожал? Руку пожал? Я запожать. Мне Мог кажется, руку не жал. заплатить. Мог заплатить, если бы, короче, вы еще помимо того, что как
ваш Агашка Нуарбек, ходите по гостиницам и устраиваете шоу, еще бы показали бы шоу в клетке. Про что вообще говорю, братан? Да ты меня вообще убил. Ящиком стал. Да ты вообще, алло, про что? За 2 миллиона в месяц. Я про что начал говорить? Я потерял Синий для мозга, для работы мозга. Как этот, есть в Инстаграме какой-то сейчас тип лысый, ходит по улице, и рядом приходит, говорит, не подскажете, где улица такая-то? Он ему начинает объяснять, он говорит, отдай мне свой кошелек. Не видел, да? И он такой, ты что, дурак, что ли? Типа он гипнотизирует его, да? И так Сулы получил. Я вообще не понял, про что я говорил. Уже люди подписки на Что-то наизусть там делают. Нуарбек, я думаю, блядь, при чем тут с Ульяном? Как они вообще Жесть, Сула. Старый добрый Сула. Салам алейкум. Ладно, давайте к главному бою. Жалко, что он как вино, да? Ну, лучше все, ну, с годами лучше не становится, но... Вино это женщина. Хотя нет, не надо, да, с годами не надо этого. Наоборот, вино с выдержкой лучше становится. Ну, я говорю, вино же лучше, а Сула, видишь, с годами Вискарь. теряет Вискарь. концентрацию. Пиво. Ой, как пиво. 60 лет все. Соло как мимо, говорит. Не, ну, знаете, у них... Тебе в подарок, братан. Кушай меда побольше. Для мозга реально очень Там, да. полезно. Вот так, давай. Вот так. Я свой не Полезно. отдам. Тебе полезно будет, братан. Ну, смотри, Говорю, братан, 3 забери. вот такой вот есть. Такой есть. Я, Ну, я синий. маме своей дам. Ну, синий возьми с той Вот стороны. я возьму вот этот синий. Да, да. Окей? Возьми. Все, Джаред. Сам тоже А кушай. это с чем? А это с чем ты говорил? Это спирулин, кокос, ананас. Давайте про главный бой вечера все-таки поговорим. Какой? Донченко, Кудайбергенов. Да, Я вот- сам хочу посмотреть этот поединок. Мы с Фанилем сделали спешл, он скоро выйдет на канале Это «Твой лучший друг». мой лучший друг. Близкий. По-моему, что-то... Все. Мы с ним сделали спешл, мы разобрали 2 последних боя как раз Данила Донченко и Кудайбергенова на Найзе. Причем 2 боя, такие номинанты на бой года. Это был второй бой Данила Донченко. Я думаю, что не хватает? Курбеком. Чего не хватает? Оказывается, воды не хватает. Нашей сауры, прикинь, нету на столе. Почему? Она не в приехала? стаканах. Она в стаканах разлита, да? Но не приехала. Ребята, если здесь на столе нет воды саур, это не значит, что мы ее не пьем, мы ее любим, пьем, и она очень вкусная. Сейчас выйдет ролик, выйдет плашка, обязательно перейдите и посмотрите. Это очень вкусно. Кстати, в Мангыстау во всех магазинах стоит вода саура. Алындар, қолдандар, ішіңдер, керемет су. Это вообще лучшая реклама, если чего-то нету на столе, значит, мы это либо съели, либо выпили. Вот скоро Выпили. не будет уже калканы, когда мы его доедим. Ну, я видел, как вы баклажки кусали. Вы не сели? Выпили. Все-таки Данил Донченко, последний бой у него был с Каныбеком, последний бой Кудайбергенова был с Даниловым, и что один бой, что второй, такие номинанты на бой года. Очень яркие бои, очень крутые. Да. И прям по ним уже становится очевидно, что бой Донченко против Кудайбергенова будет очень ярким. Слушай, мы Адреналин сделали тысяча. спешл с Фанилем. А мы сделали спешл с Худайбергеновым, и, блин, он прям Заряжен? мне открылся с другой стороны. Человек, который в 25 лет пришел в спорт вообще в целом, Сколько мы сейчас? 47. около 30 ему сейчас, но в 25 лет пришел первый в спорт вообще без какой-либо базы и тренировался, потому что ему это нравилось, у него там просто хорошие бомбы в руках, и тренируется не популярно, не везде, вот в Алмате, а в Таразе у себя там со своим тренером. Гладиатор. Он знает, кстати, много Клуб об этом. «Гладиатор», и говорит, что там очень много крутых Крутой бойцов. пацан. Да, такой прям. Знаешь, когда мы там анализировали, смотрели, и бой с Макдесси уже не стал ни для кого интересен. Он был интересен только для Донченко и для меня, наверное, в этом случае. Хотели проверить на вшивость Донченко, но потом сравнили, думали, что и Кудайбергенов может также проверить Донченко. Когда посмотрели его бои, проанализировали лучшие минусы, плюсы, и поняли, что Кудайбергенов может задать трепку. И, возможно, там в первых минутах, раундах надо будет очень повнимательнее быть всем. Они по стилю даже похожи, в принципе, но они точно будут... Рубаки. биться. Я думаю, что борьбы будет минимально, потому Кость в что кость. когда с Данилом смотрел бой Кудайбергенова, он практически постоянно от борьбы отказывался. То есть он не лез туда,
пытался вставать, вообще не делал попыток переводов. И Даниил тоже, ну, он, в принципе, наверное, чуть получше борется точно, чем Кудайбергенов, и он иногда переводит, но мне кажется, что первые раунды 100% будут чисто в стоечке, а потом уже посмотрим. Но это прям бой, который я жду. Вот. На самом деле, два вот этих боя, это те бои, ради которых стоит смотреть на ИЗА-69. Эти бои, я думаю, они в золотую копилку попадут. Крутые бои, крутые поединки. Друзья, если вы не знаете или не помните, 23 ноября на Алматы-арене пройдет очередной наш ивент, где сразятся вот эти ребята, о которых мы говорим, Дастан Амангельдис против Свищева, Донченко против Кудайбергенова. Будут крутые поединки и другие, то есть ряд пацанов, Ильжан Аляскар, бывший соперник Дастана Амангельдиева, будет драться. Сырымбек Турсун, Баглан Жаханша, чемпион мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих, чемпион Казахстана, победитель турниров по греко-римской борьбе Мардана Сапарбаева, мастерский там международника представляет. Крутые соревнования, которые обязательно, крутые бойцы, крутые бои, которые нужно обязательно увидеть воочию. И если вам нужно качественное шоу, где все на высшем уровне, как карагандинцы, будьте на Алматы-арене. Я думаю, вот этот поединок Донченко и Рустем? Вспомни поединок Донченко первый. С кем? Конвек? Когда он в этом... Нет, вот в цирке, помнишь, когда дрались? Архат Мумбаева, да. Он же так, он его сразу раз переводил и сверху добивал. Да, вот об этом. Я думаю, он сделает так же. Он сейчас для тебя вот видится такой, знаешь, больше... А на самом деле он чистый ground and pound. Знаешь, Алиби... Алиби Дрис звонит, и я думал, Алиби, кстати, может взять? Давай. Только ты скажи, что снимаем. Алиби. Ой, займи денег, да? Алейкум ассалам. Сен тікелей эфирдесің қазір, Найзадай подкастта. Громко рейтіле тұрсын, айта бер ал. Машалла, қалайсыңдар ма, амансыңдар ма? Жақсы, құдайға шүкір. Иә, жаңа бой туралы сөйлесейін деп отыр едім. Сен операциядан жаңа шықтың, қайдағы бой? Че-то спарринг жасап отырсың ғой, кеше қарап отырсам. На, ағаларың отыр, көкелерің. О, всем ассалаумалейкум. Алайсис. Еда. Ассаламу алейкум. Мы в Турцияға келдік, полный чекап, осмотр, восстановление. Қашан келесің? Жап жаңа Дастанды талқылап жатыр едік біздер. Дастан, мына кім, Миша мен Сул айтады, ойбай, Свищев Дастанды құлатады, анау мынау деп айырып жатыр. Ананы, Дастанды, Свищевті Петр Ян қолдап жатыр дейді, Дастанды ешкім қолдамай жатыр деп тұр ғой. Дастанды біз қолдап 23-го Дастан покажет новый уровень, как показал вчера Жалаш Магулов. Красавчик. Жако айда? Жако уже дома, я в Турции. Болды. Біздер интервью беріп тек, сосын хабарласамыз. Давай. Алейкум ассалам. Что в итоге со здоровьем у него? Вот он после операции съездил в Европу, сейчас в Турции на полный чекап поехал. Лечится. Ну, ничего прям плохого, да? Я так понял. Ну, там аппендицит был. Это аппендицит просто... Да, это был экстренный типа. Не сказали, да? Но видишь, я думаю, вот многие бойцы сегодня... Сейчас же медицина вперед шагнула, и сейчас есть такой диагноз, не знаю, или как патология, спайка называется, да? Знаешь, да? И для многих бойцов она очень важна в плане там, когда нужно за этим следить. Если органы... Ну, после операции обычно там вот это мясо, какие-то там пленка, которая держит мясо, органы какие-то, они друг к другу прилипают, бывает. И это не очень хорошо для функционального здоровья, для в целом вообще состояния человека. Оно вплоть до того, что на осанку даже, говорит, влияет. Когда стягивает, вот у меня после одной моей травмы я делал операцию, зашивал грыжу спиглевой линии, прям вот такую у меня поролось на животе после аварии. И когда ее зашивали, сейчас вот мне врачи говорят, что там типа пошла спайка, и какую-то часть, вот, допустим, у тебя должен вот на таком расстоянии, да, стоять там сантиметров 15, а он у тебя сжимается до 7,5 или 10, там, да, и держит это, как бы, грубо говоря, в нехорошем тонусе, да, там, ты вытянуться не можешь, растянуться не можешь, и, соответственно, где-то тебе кислорода не хватает. Вот эти вещи, чтобы не произошли, обязательно реабилитацию надо проходить, да, после операции. Я думаю, для этого поехал. Ну, это я так предполагаю. Просто так. Решил блеснуть своими знаниями
по анатомии, в медицине. Все-таки среднее специальное образование. Да, Сула, ты мысль продолжишь. Короче, не будет дуэли в стойке, будет борьба. Я не думаю. Даниил хороший боец, он совсем не глупый боец. Он видел уже Рустама. Я думаю, там будет вот как было вот это. Железно, жестко. Нокаутер? Зашел в это самое. Офигенный, кстати говоря. Очень хороший боец. Да. Помню, он у тебя один такой нокаут сотворил, да? Харгозатова ногой. В Найзе дрался раза 3 или 2, и все его поединки, они яркие. Суперские. Запоминающиеся. Да. И здесь будет так же. Первый Найзе дрался. Он зайдет в ноги, либо будет душить, либо будет чистый граунд-н-паунд, контроль позиции. Я не думаю, что здесь будет что-то яркое, вот я так думаю. Ну, по крайней мере, я бы с Рустемом так бы в стойке не стал бы драться однозначно. А как бы ты дрался? Вот ты лично. Вот как вот... Нет, ты лично как бы дрался. Я бы как бы дрался. С ножом, топором, что-нибудь такое. Грыз бы горло. Камень бы кинул. Сначала бы однозначно камень побольше кинул бы. Дальше больше, я не знаю, там острые, колющие, режущие, все что угодно, короче, есть. Все запикайте. Чтобы он не знал, как побеждать. Не знаю, мне кажется, что Донченко, он тот боец, который понимает правила игры, он реально, хоть Да? пока Крутой. у него не получается... Донченко однозначно крутой боец. Получается вот оседлать какой-то вот хайп, но он везде пытается. То есть Ну, он... почему? У него получается. Нет, все равно по подписчикам. Без трусов бегать он не хочет. Ну, имеется в виду там идти. Нет, дело не в этом. Что, просил его без трусов бегать? Я к чему говорю, против принципов, это так, грубо выражаясь, я так в общем сказал. Есть. Против принципов он не идет, он не хайпует на грязи, он делает это все не обязательно планомерно. делать. Я же просто, есть бойцы, которые не хайпуют на грязи и в итоге популярными становятся. Я к тому, что он точно пытается. В какой-то момент это придет. Пытается, Еще не да. придет, Да, не да. пришло. Он же Не там поймал. волосы отрезал и ел лапшу. Молодой, у него там все 20, впереди. ему, кстати, 22 же, да, по-моему? Офигеть. 23. 23. Я просто когда тоже узнал его возраст. Он молодой, у него Фигурует. все впереди. Один из ярких таких представителей нашей лиги. Главное, чтобы вот чуть поменьше урона получал, потому что, Да, конечно, урон еще... Значит, это он не согласен. Он хочет побольше урона. Вот из-за того, что по его боям... Ну, он дерется кость в кость, ты видел, да? Ну да. Стиль ведения. Я про это и говорю, вот из-за того, что он бои показывает такие, что прям... Но я тебе Если бы- скажу, философия тайского бокса такова. Да. Она, знаешь, вот они принимают удар. Они, вот единственный вид спорта, который не уклоняется, каратисты можно к ним Power slap. причислять, которые power slap, да, это вообще, даже блока нету, бля. Вот философия сама по себе такая, что, типа, нельзя, не уклоняется, а встречает удар, да, там, ногой, животом, я не знаю, что за психология такая, головой, у кого крепче она. Сейчас же еще турниры эти проходят, лоу-кик. Да. Да. Тоже же там Кстати, без да. блоков. Да. О всем поговорили? Нет, на самом деле мы не обо всем поговорили. Как? У нас еще есть темы, можно Шавкат поговорить. Усман? Просто мы Шавкат Усман постоянно про это говорим, и пока... Инсайд Резников, нет? Раисов. Вот, хотел, про Резникова Раисова сказать. О, да. Просто круто. что интересно, про сам бой мы, наверное, поговорим уже ближе к бою. Мгм. Там просто интересный такой поинт был в обсуждении этого боя. Юсуф сказал, во-первых, мне кажется, что этот бой достоин 5 раундов. Мгм. Я это пытался объяснить и Асламбеку Бадаеву, и также А на какой площадке ты это объяснил? мы с ним интервью Переговаривались? записывали в Ютубе. Да. И он говорит, что у нас перед этим стоит 2 титульных, и мы не можем дать этому тоже 5 раундов. Хотя при этом это реванш, это один из самых громких боев, который вообще есть у лиги. Они возглавляют карты? Нет. О, Они даже не... Они третьи, потому что два титульных стоят сначала. Они говорят, 77, брат, вес. Я не знаю. не из-за этого. Это самое идет. Ну, по именам это, по-моему, самый громкий бой в карде. 70 еле выстоял там против Артема. В 77 я очень сильно сомневаюсь, что у Юсуфа есть шанс. а кто, интересно, инициатором был 3-раундового? Юсуф или... Эйсей, сами Эйсей, они... значит, это Юсуф. Он Нет. сказал, что Нет, он готов, он просит 6 раундов. Юсуф сказал, что я... А, 6 Я вот раундов. хотел просто про это как раз тебе сказать, как главе лиги. Смотри, Юсуф сказал, понятно, 5 раундов вы нам не даете, дайте нам тогда 6 раундов. Пусть будет такой первый президент. Вот ты как глава лиги, ты готов бы пойти на какие-то новые кастомные правила, да, которых еще не было, ради крутого боя? Или все-таки есть уже регламент ММА, и ты не можешь от него отступать? однозначно есть регламент, но я думаю, что если в таком положении, что могут что-то нарушить, я думаю, тем более у себя, когда проводят турниры в этом плане. Это раз. Во-вторых, заведомо просить то, что тебе действительно не дадут, это же понимаем, что... Вот у нас был такой случай, да? Кто так говорил?
дайте мне бой без денег, я там готов гонорар оставить. Это там. же говорил Мариф Пираев с 2 подряд. Он говорил за вечер. Вот, С Нариманом Абасовым и с Фанилом. Когда вот они понимают, что они молодцы, они все это делают ради того, чтобы был какой-то определенный инфоповод, но я думаю... Ты не веришь в смысл таким словам? Они понимают, что это не произойдет. Но тут там в словах Юсуфа Раисова можно как бы, 6-й раунд, это не совсем так, если честно, там много, да? Там, где 5, там и 6, да, грубо говоря, да? Там, если 5 ты продрался, можно и 6-й продраться. Ну, как бы так. Ну, это как 2 боя, получается. Да, а если говорить о том, что вот сказал Мариф Пираев, там, типа, да, там 2 боя за вечер, вот это чуть как бы... А вдруг и тот 5 раундов, и этот 5, 10 раундов в итоге пройдет, да? Как бы не совсем, кажется, бьется. Ну, кстати, я так понял, сейчас матчмейкер. Исеи вроде хотят еще и какой-то титул внести. Они же просили Нет, это не BMF. хотят, это они... Нет, да, там было как, по-моему, Артем просил, давайте сделаем титул BMF, раз это будет 5 раундов, типа, доп. Гонорар не нужен. Асланбек Бадаев сказал, что, типа, BMF это не про них, но идею рассмотреть, как что-то титульное сделать, типа, им интересно. Да, на самом деле, надеюсь, что они это сделают, потому что вот у них реально вот есть самый крутой бой, и они его мне кажется, не до конца монетизируют, как могли бы, и не до конца раскручивают. Ты бы какой бой предложил, какой титул предложил бы Да сделать? я бы, не знаю, не титул. Мне кажется, не обязательно титул. Я бы, не знаю, какой-нибудь меч подарил бы или кубок, там, что угодно. Кому? Ну, вот просто им. Зачем, Этому поединку. да, и зачем еще поезд какой-то водить? Пусть подарят или машину, я не знаю. Пусть лучше просто что-то крутое. Енисей. Пускай подарят Енисей. Например, реку. Целую реку. Такого еще не было нигде. Енисей. Это плохие, как говорится, идеи не говорите. Нет, я к тому, что Я могу звезду подарить. Сулу, Кстати, Нет, звезду нашего подкаста. звезду вселенной. ты не в курсе за этого? Сейчас Реально ты можешь... Нет, я знаю, но... назвать звезду его именем и подарить. Не, можно-то можно, но... Артем, да? Никак. Звезда называется Артем. Прикольно. Я к чему говорю? Вот у Лиги есть бой, реванш которого ждали уже там несколько лет, которые обсуждали постоянно. И вот они его делают, и его ставят не главным боем вечера, ставят его третьим. И мне кажется, что либо Согласен. из-за этого потеряются главные бои, либо этот потеряется. То есть Мне кажется, над этим боем можно было как главным боем поставить и сделать его 5-раундовым, и сделать его там без никакого титула, там, но при этом при всем был бы интересен. Ну, о чем это говорит? Говорит о том, что все-таки... Помнишь, я говорил, что там в мире две лиги. Это вот очередной раз доказывает, что для них есть приоритеты определенные, где они как бы придерживаются каким-то определенным стандартам, правилам, регламенту. Шансы. Давайте поговорим о шансах Артема и Юсуфа. Это 77 килограммов, ребят. Я еще раз хочу подчеркнуть. Слушай, ну оба не Кому это делали... выгодно, как думаешь, из них? Да, обоим. Они оба уже последние бои не делали вес. С трудом. Они уже... Вот даже, Гоняют. кстати, я еще до того, как увидеть... 71, это вообще 2 разных веса ходит. До того, как увидеть их face-to-face, у них же недавно был, я, честно сказать, у меня в голове как-то запомнил, что Артем меньше Юсуфа, ну, ростом. А у них сейчас был face-to-face, они примерно там, не знаю, 3 сантиметра, наверное, разница у них. Примерно одного роста. А я почему-то вот в голове у меня держал, что прям Юсуф... Ну, что-то из них на платформе. Юсуф уже совершенно другой был, да? Не такой, как в первый раз. Первый раз он... Вообще. Я бы не вообще сказал. Там Они хотели наехать. шепот там пошел, ау, там. Не-не, Артем такой, Он там. всегда очень супер уважительный, на самом деле, боец. Нет, ты видел первый их face-to-face? Да-да, там Что? было- Там же была непонятно. жесткая, Ну, там... да, там потому что Артем сказал про то, что ты бьешь типа одних бразильцев. Да. Была такая история. Но я к тому, что все равно Юсуф, не знаю, что Юсуф достойный очень, что Артем очень достойный. Я прям супер жду бой. Мне не показалось, что там был, знаешь... Однозначно, ах, там однозначно. Нет, я же не про то, что Мы за Артема. недостоин или что-то в этом роде. Я говорю то, что уже в первый раз это было совершенно другой face-to-face. В первый раз с Артемом там никто не считался, Но- его никто не принимал как соперника. Я говорю про это. Это уже не как в этот раз. Однозначно. Ну, однозначно это не Мага Исмаилов и Минеев. Ну, вот потому что они время... Я хотел плохое слово сказать. Они потеряли время.
потому что... Проедали время, скажи вот так. Имеешь в виду, что промежуток между Ну, первым наш боем не и ждал его. После этого у них же была даже после боя еще, типа, ненависть, ну, как ненависть, неприязнь, Да, можно да. сказать. У них была после боя неприязнь. Еще после боя говорили, что, типа, не все согласны с решением, там, Юсуф не согласен был с решением. Да. Были люди, которые писали. Офигеть. Сначала признают, а потом, кстати, после боя есть интервью, он говорит, ну, все, я принимаю, и я могу там не слог в слог, но там, типа, он говорит, я принимаю, а потом не принимаю. И это похоже... Нет, он говорит, что он не считает себя проигравшим. Юсуф Раисов просто всегда вот после этого поражения он сказал, я себя проигравшим не считаю. Я считаю, что уже тоже говорил. я выиграл этот бой, я считаю, и мне нравится его позиция в этом плане. Он говорит, что типа, все, мне уже этот реванш не интересен, и он как бы остается... Он, знаешь, не так был. Сначала он говорил, что мне интересен реванш. Да. Нет, и по стечению времени, да. Потом Артем отходил от этого. Не отходил, а как бы ему неинтересно Вот, было. и мне немножко жалко, что Эйсей момент упустили. То есть, если бы они бы это сделали бы там Там же, полтора видишь, года для назад... хорошего танца это нужны, капец. особенно... Ну и сейчас этот поединок тоже. Тоже очень крутой. Я вообще в первый турнир, когда, в смысле, их первая схватка была, я жестко топил. То есть я прям сделал несколько видео по, Артему, Есть такое ощущение, что бой крутой, но Fight Nights бы лучше сделал бы. Не знаю. Не знаю. Я скачал бы, нет? Я просто считаю, что вот кто начал, ну, у них это интересно, это история Эйсей. Да. Вот знаешь, когда... Нет, тоже- ты прав. Когда вот у тебя забрали, хоть ну, ты сам отказался от мотиватора и Марселя. Это не мой бой. Ну, я к тому, что ты же его хотел сделать. Нет, Сулин. это Сулим. Ну, вообще, Они завязывают. в Найзе был. Как можно Марселя там сравнивать с такими Нет, я не боями, как сравниваю. Я Артем говорю про то, что Резников? если ты какую-то историю инициировал в своей лиге, мне потом всегда обидно, когда эту историю берут и забирают типа в другую. Вот на матче потом да, сделал. да, это несправедливо. Это, ну, это да, нечестно. интересно. Ну, не, я просто к чему говорю, вот, допустим, даже уже забывшийся, да, там, реванш между Минеевым и Исмаиловым, хоть все над ним трещали, там, смеялись, там, говорили, даже то, что они там между собой уже не так конфликтовали, как в первом и во втором бою, да? Это же третий их поединок был. Да, по боксу третий. Да. И при этом, при всем, вот эта система и закон маркетинга, они сыграли роль. То есть Камиль без передышки ездил во все города, делал их пресс-конференции, они катались там по странам России, везде собирали, ну, не сказать, что прям большую толпу, но какую-то определенную, и я был на этом турнире. Никто там, все, ну, как бы, да, Мага сам по себе, тут, как бы, Минеев сам по себе там интересный, но их бой не совсем, как бы, так привлекал особого внимания, но бой и толпа. Все угадали. Все пришли ради этого поединка, брат, чтобы ты понимаешь. Чтобы ты понимал. Все пришли ради этого поединка, ждали и действительно получили то, что хотели. Там был такой у крутой бой. Есея еще есть месяц впереди. Я вот к чему говорю, что вот я помню, как Камиль, он же сюда же приезжал же как раз по перерывах этого турнира. Сейчас, по-моему, в Астане. Не, улетел. В мае мы здесь тут проводили турнир, он до этого начал эту раскачку. А турнир сам прошел у них когда? Какой? Мага Исма, это летом же было? Боксу. Да. В июне или в июле? Есть. В июле. Я помню, за 4 или за 5 месяцев они начали качать, и так интересно было наблюдать. Вот я думаю, что противостояние там Резникова и Юсуфа Раисова, оно реально заслуживает тут такого внимания. И, ну да, и при Как этом, в Казахстане, так и в России. даже если бы его бы не раскручивали, то есть его бы посмотрели бы точно. Самое интересное. Если смотреть вообще Юсуфа и Артема бои на YouTube-канале Эйсей, то они самые популярные бои Топовые, это да? с ними, типа. Да, вот самые большие просмотры. Почему? Вот, может быть... Оба персонажа, то есть Нет, я имею в виду, почему не идет такая раскрутка? это Эйсей они никогда не делают. Либо они если уверены- не хотят делать, либо, может быть, они сами... Потому что не хотят. У них, типа, свой, знаешь, как называется... Стиль. Ну, типа, Стиль. да, вот называется Культура корпоративный стиль. поведения, да. Они вообще, типа, особо не вкладываются в раскрутки боев. У них все такое... Ну, мне кажется, они уверены, что этот бой по-любому по просмотрам Ну, найдется. этот бой... Нет, смотри, уверены, понятно. Этот бой могут посмотреть миллионы, а могут десятки миллионов. И все зависит от того, как ты это все сделаешь. Вот и все. Да, однозначно интересно. Да, однозначно там реванш там какая-то этот. Но уже нет той злости, нет вот этого пыла, да. Но при этом, при всем там традиционная аудитория, которая про этот бой знает, это поклонники смешанных единоборств в СНГ, это поклонники Резникова и поклонники Юсуфа Раисова. Они... Ну, да. Это же Хасиев говорил, что наш зритель – это человек, который разбирается в ММА. Да. Не простой какой-то, наш зритель, который шарит в ММА, однозначно.
Я помню бой Юсуфа Раисова с этим в Казахстане. Он дрался на... Это какой 17-й год был? Не помню, 17-й год, кажется. Он с Атырауским учеником Агая, Сағындық Агая, Магильда Жалғасұлы, с ним дрался, да. Жума. Жетпісбаев. Да, он Это крутой был. ну, задушил, по-моему. Нет, Жумагильды на руку. Нет. Жумагильды сверху сидел, забивал, добивал, и тот снизу, короче, то ли рычаг, то ли что-то такое сделал. Крутой бой. Или кимуру сделал, что ли, что-то такое. Я был на этом поединке, и тогда вот мы на Юсуфа обратили внимание, тогда он молодой, правда, был, ну, моложе, чем сейчас, и имеется в виду, что этот перспективный, за него говорили тогда. Потом сюда же к Маге приезжал, кстати, Сулейманову. Мага сюда привозил его. Они в Караганде и в Астане были, потом сюда, когда проезжали. Да-да-да. И круто будет. Не, он крутой. Я не против Юсуфа, но я по-любому за нашего Артема. Не, ну, конечно. Мы за Артема. И я считаю, что в этом поединке у Юсуфа нету шансов против Артема Резникова. Это вообще абсолютно в 77 килограммов. 15 декабря. Вот, Артем будет себя чувствовать просто великолепнейшим образом. а я хочу попросить наших подписчиков, тех, кто смотрит, обязательно напишите свой вариант исхода этого поединка, и мы давай наградим, да? Давай наградим, кто... Машину, да? Какого числа поединок? Забудем, мне кажется, лучше Мерс, новый. Вика зафиксирует. Какого числа бой? 15 декабря. 15 декабря. 15 декабря. До 15 декабря. Тогда Да, в самолет. Рано еще, да. тогда рано, ладно, да. Мы ближе к бою уже выкатим. Ладно, друзья, ближе к бою мы сделаем обязательно розыгрыш. Кто угадает исход этого поединка, мы со своей стороны вот 10 банок Халхана подарим вам. Че? Открытых или закрытых? Закрыто. Упаковано. Это просто Суля открытую подарил. Он забрал, а не подарил. Ничего страшного. Да. Это Виктория же только одна кушала Да. здесь. Все. Без ложки. Если... Такой Вика. Че, друзья, я думаю, о В многом принципе, да, у нас интересно. много тем. Шафката Усмана, думаю, обсуждать не надо. Почему? Потому что... Я писал, кстати, Буржану в Да. США. Да. Вот я, США. Этот американец, США. Бауржан американец, да, Буржану американцу. смуглый такой. Он говорит, что скоро вроде должны быть какие-то новости. Говорит. Он знает что-то? Скоро, говорит, какие-то новости. Все. Какие, До не конца знаю. недели должно быть. Если не будет до конца недели, то все, салам алейкум в этом году вообще любой. Бауржан? Ну, почти. Так что- Рядом парнишка Шавкат ходит. А бокс Жандарбек у нас уже... Кстати, Жандарбек, обязательно судить. нифига себе. Матчмейкер нашей лиги. Нифига себе. Вот он меня удивляет, знаешь, как Бокс. бы. Тот раз... Видели его шортики? Нет, тот раз... Да. Вообще просто... Ты ходил на бокс? Я не ходил, но я Слушай, Почему ты такой старожило вообще смешных идей? вообще бокс терпеть не могу. если бы Сула бы пошел бы на бокс Жандарбека, я думаю, что Серик бы больше бы никогда не проводил. Ну да, ладно, не будем... Начиналось в 7 часов. Не, ладно, не будем говорить. Парень старается, к успеху идет. Что Но там? начало было Давайте в 2 поддержим. ночи. Ладно, что бывает. Я так и знал, что... Из-за Жандарбека? Да, Жандарбек буянил. Очень красивый выход Жандарбека. И за какой-то промежуток... Кстати, вот этого- яркий бой же показал. Ну, понятное дело, что там может быть там соперник уровень, ну, не Миша, сильно. тебя ругать будешь, а ты перебиваешь меня все время. Извини. Я шучу. Я просто что хочу отметить. Жандарбек недавно только поборолся, да? Стал третьим на каком-то международном турнире в Аиге по грэпплингу. А тут он, короче, что-то ходит, Из 3, да? спотыкается, становится чемпионом по Ты боксу. не пришел, да, просто? Выиграет первый свой Были поединок. чемпионом. Ну, выиграет, вышел. Чемпионом в этом бою. Чемпионом в этом бою. Чемпионом мира в этом... Жандарбек Там же и Сима. как раз анонсер Руан. Да. Он мог так... Рован был, нифига себе. Как делал Роман? Рован, что ли, помог ему, скорее всего? Нет, знаешь, в чем прикол? Стопудово. Знаешь, в чем прикол? Крикнул в ухо, Я не сомневаюсь в ударке Жандарбека. Но я сомневаюсь в его подготовке не в плане функционала. Жандарбек, он очень функционально сильный парень. Он бегает 20-30 километров, в горы может пробежать. С ним бегали даже наши ребята, они все отставали. Когда Жандарбек приехал с Китая в команду Дартим, он в первом же бою нокаутировал лидера этой команды. Лидер команды Дартим Шавкат. Во время Шавхата. Серьезно, что Во ли? время Шавхата. Фамилия. Фамилия, что ли? Меня не было. Нет, он нокаутировал, отправил нокдаун Алиби Пернебекова. Он с молодежной сборной был лидером в то время, да, там один из сильнейших бойцов. Говорят, его отправил нокдаун, ну, насколько я знаю. Очень хорошо там... Рукой бил? Ногой, кажется, да? Ногой. Он по твоим урокам сначала кинул камень, кинул в ноги.
Я просто к чему говорю, вот у него ударка, все нормально, как бы я в этом не знаю. Но я ему говорил, если ты дерешься по боксу, ты тренируйся по боксу чаще. То есть перед каждым боем у тебя должен быть сбор как минимум 3 месяца по боксу. Что он сделал? Он мало очень тренировался. И вчера я видел, что он не нокаутировал соперника, а толкнул просто. Видел, да? Он упал от толчка плечом. Не заметили? Называется флеш-нокаут. Нет, он не попал в него. Не верю. Он его... Я видео покажу, он его бычканул. Я не верю. Купленный бой, что ли, был это? Нет, тот тоже устал. Он его печень пробил, хорошо пробил. Но основное его падение было от толчка плечом. Ну, тот, когда вставал, за живот держался. Ну, до этого, да, 1 раз попал. Хорошо, что не за что-то другое. Мне просто нравится, что Жандарбек показал своим выходом, вот реально бойцам... Там шортики были у него. Бойцам ММА, как надо на бой выходить вообще? Он своим примером показывает, ребят, я вам... Он, видишь, он устал говорить. Да. Вот я скажу так, да. Жандарбек ни в чем не виновен. Он мне так и сказал. Я пришел, сказал, я решил показать. Вот так он сказал. Да, прикольно. С американским футболистом. Русик Я не такого виновен, да? не видел С раньше. американскими футболистами. На натуре он... Серик, он не только этот гонорар Жандарбеку должен оплатить, он Найзе должен. Он еще свой гонорар просит, хотя это у меня. Он должен... Это его турнир Да, его был? организация. Он должен Найзе за такого бойца, как Круто, Жандарбек. На самом деле, да, реально, Жандарбек сделал боксерский вечер, то есть боксерскую ночь. Я считаю, что да. Серик сделал. Жандарбек. Ну, своим выходом он сделал. А турнир организовал Серик, но должен был быть боксерский вечер, а стала боксерская ночь. Друзья, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшний свой Nice Day подкаст. Что? Вода саура? Виктория, вы спали, мы говорили про него. Виктория, мы уже и выпили всю воду Я саура. даже не знаю, как вот сейчас вот в рабочее время спать. Просто Виктория очень любит воду саура и говорит, Да. еще раз скажите про воду сауру. Действительно классная вода, мы ее уже выпили. Второй раз не оплачивали же. Пить. На все деньги. Это личный... Друзья, Какие-то лоббируете. Міндетті түрде біздің парақшаларымызға жазылып қойыңыздар. Ол наш боец Суланың инстаграмдағы парақшасы және де ютубта. Дидар Сарбас, Дидардың ютубтағы және де инстаграмдағы парақшасы. Вестник ММА, Миша Краймердің ютубтағы және де недегі парақшасы, инстаграмдағы. Және де мен Нұрбек Қарабала ютубта жоқ. Бармын, кстати, ютубта Нұрбек Қарабала деп терсеңіздер шығады. Және де Найза ТВ атты біздің ютуб арнамызға жазылып қойыңыздар, инстаграмымызға кіріңіздер. Біздердің бүткіл еңбегіміз, жұмысымыз сіздер үшін, а сіздерден тек қана қолдау, жаңа лайк арқылы, пікір қалдыру арқылы және де жазылым арқылы. Ассаламалейкум баршаларыңызға. встретимся через неделю. Всем Аривидерчи. спасибо. Пока. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.